Биографические данные Хамдам Сабиров. Хамдам Сабиров родился в городе Навае, Узбекистан 6 января 1989 года. Сейчас музыкант с семьей проживает в столице Узбекистана, городе Ташкент. Одаренный мужчина знал с детства, что жизнь свяжет с музыкальным творчеством. Однако целями парня никогда не были богатство и слава. Парень мечтал об одобрении родителей. Хамдам Сабиров на данный момент только начинает входить на территорию России. Мелодичные, красивые композиции музыканта остаются со слушателем надолго. Тем более, он частый гость веселых торжеств, праздников. Годы детства и юности Хамдам Сабиров родился зимой 1989 года. По месту рождения есть расхождение, но, в любом случае, это Узбекистан. По одному варианту считается, что мальчик появился на свет в городе Навае, по-другому, в Наваийской области. Никто из родителей к творчеству отношения не имеет. Тем не менее, кроме Хамдама, музыкой занялась и его сестра. Сабиров с раннего детства рос одаренным. Получив аттестат о среднем образовании, он стал студентом колледжа искусств и культуры, позднее получил степень бакалавра Государственного института культуры и искусств. С 2018 года выпускник начал работать в ансамбле МВД Узбекистана. Молодой музыкант сам сочинял песни, которые стали хитами на родине. В тот же период он сотрудничал с музыкальным коллективом «Манго». Там знаменитость являлся не только автором текстов и музыки, но и исполнял свои произведения. Хамдам стал популярным музыкантом. Творчество автора-исполнителя стали узнавать не только на родине, но далеко за ее пределами. Ведь часто выступал на разных мероприятиях. Тогда же он стал выкладывать произведения на канале в YouTube. Надо сказать, число подписчиков растет неуклонно. Тем более, что исполнитель часто выкладывает новые произведения. Сейчас на канале более 180 тысяч поклонников. На ресурсе можно с удовольствием слушать песни Каралагим, Лола, Мактабимда, Айгул и другие. Источник https://biography.ru Music и Хамдам Сабиров. В родной семье будущей звезды господствовали любовь и согласие. По отношению к родителям у исполнителя очень трепетное отношение. Любую свободную минуту он старается проводить с родными. Поэтому смерть матери стал для музыканта настоящим горем. Он и сейчас скучает по маминому голосу. Музыкальное творчество. С 2018 года Сабиров был участником ансамбля узбекистанского МВД. Пока там работал, автор-исполнитель создал много прекрасных произведений, которые стали популярными на родине. Тогда же знаменитость сотрудничал с музыкальным коллективом «Манго». Он был автором слов и музыки, сам же исполнял и песни. У харизматичного музыканта не было отбоя от желающих с ним сфотографироваться. Звездной болезнью парень не страдал, с удовольствием фотографировался, раздавал автографы. Однако материально его талант никак конвертировался. Молодой музыкант испытывал серьезные проблемы в плане денег. Творчество Хамдама интересно не только соотечественникам, но известно и популярно во многих странах мира. Самыми хитовыми композициями автора-исполнителя можно назвать Севгиси Арзаним, Осман Ларда, Юрак, Ер-Ер, Мактабимда, Тентакчим. К слову, Сабиров уже успел выступить на сценах Москвы, Санкт-Петербурга. Концерты прошли и на концертных площадках других городов России. Зимой 2022 года прошел концерт в столице Турции. Там фанатов тоже немало. Личная жизнь. Как истинный представитель среднеазиатского мусульманства, Хамдам никого не пускает в свою приватную жизнь, однако не скрывает, что счастливо женат. У пары растет дочка. К слову, наследница уже проявляет интерес к творчеству. Можно ожидать, что музыкальная династия на Сабирове не закончится. Знаменитый отец привлекает дочь к съемкам видеоматериала. Поклонники замечают, как уверенно малышка обращается с микрофоном. Про супругу, мать своего ребенка, исполнитель не дает вообще никакой информации. Семейная жизнь также за 7 печатями. Контент музыканта сплошь про работу, творчество. На интернет-страницах появляются анонсы новых композиций, выступлений. Ко всей рабочей информации доступ не ограничен. Можно найти все выступления, любую композицию автора-исполнителя. Чаще всего Хамдам работает в Инстаграме, Телеграме, Ютубе, ТикТоке. Интересные факты. Первоначально занятие певческим творчеством было направлено на завоевание признательности родственников. Кстати, Хамдаму это удалось. Музыкант очень скоро покорил близких красотой слов и мелодичностью звучания песен.